Новый законопроект чеченских депутатов предполагает ужесточить наказание не только для террористов, но и для родственников, оказавших содействие. Именно декабрьские события заставили чеченских законотворцев пойти на такой шаг. Тогда погибли 14 сотрудников правоохранительных органов, 26 детей стали сиротами. Жертв можно было бы избежать, если близкие террористов сообщили о готовящемся нападении. Обязательно родственник помогает. Вот находится по материнской линии, по отцовской линии человек, который помогает. Мы этих пособников берем, и доказать это невозможно. Если род мой будет знать, что нельзя содействовать своему сыну или брату, двоюродному брату, и за это он получит наказание, то они не дадут ему уйти в лес. Они все будут смотреть, не только мама будет смотреть за ним, или отец. Обычаи нашего народа, наш менталитет. Наш традиция что говорит? Если я виноват, за меня отвечает весь род. Если вот я убил человека, вот мы оставляем село, уходим из села. Не дай Аллах. Вот у нас вот такие правила жизни. Мы боремся, чтобы не были у нас кровные мести. Враждебных семей мы мирили. Я был инициатором. Но мы не хотим, чтобы, страдали из-за этих, людей. Мирные жители. Народ это поддерживает. О новой инициативе председатель парламента заявил в прямом эфире Первого канала в программе «Время покажет». За пособничество мы усилили 5 лет. Там, где было 10 лет, мы сказали 15-25 лет. С лишением имущества Ахмад Хаджи создал команду, которая вывела эту республику через референдум. Эти люди тоже участвовали в этих мероприятиях. Через референдум, объединив нас с народами Российской Федерации, впервые чеченская история, проведя референдум, помогая великому Путину, помогая собирать поставленную при Ельцине на колени Россию, он единственный руководитель из 85 субъектов, который на боевом посту погиб. Ни в аварии погиб, ни на разборках погиб. Герой Российской Федерации. Пособничество террористам карается лишением свободы сроком от 8 до 20 лет, укрывательство и помощь от 5 до 10 лет и штрафом до 500 тысяч рублей. Авторы инициативы предлагают увеличить тюремный срок до 15-25 лет, а в качестве дополнительного наказания ввести конфискацию имущества и арест банковских счетов. Соответствующий законопроект депутаты парламента направили в Государственную Думу. Речь идет в той части, где, скажем, доказанное участие родственников террористов в той или иной акции, умолчание, сокрытие преступления, все это является, так сказать, преступлением против человечности, преступлением против общества. И в данном случае мы поддержали главу Чеченской Республики и направили этот документ, этот законопроект, который бы, скажем, там, где предусматриваются штрафы, чтобы эти штрафы заменили на реальные сроки тем, кто был пособником, доказанным пособником террористов, будь он родственник, будь он друг, будь он сосед, чтобы эти люди эту ответственность, повторяю, несли персонально. Речь не идет о какой-то круговой поруке, как сегодня это пишут в прессе. Речь не идет о какой-то коллективной безопасности, как некоторые псевдоисторики, правозащитники и политологи пытаются нам доказать, вспоминая о временах депортации и так далее. Поэтому одно с другим путать ни в коем случае нельзя. Предложение вызвало общественный резонанс. Правомерно ли ужесточение наказания и обязаны ли близкие родственники свидетельствовать против своего сына, брата или супруга? Эксперты, журналисты и политологи разделились на два лагеря. Однако большая часть зала считает, что ради спасения тысяч невинных любой житель страны обязан проявить гражданскую позицию. Как может мать донести на своего сына, зная о том, что он готовит террористический акт? Я предлагаю всем подумать, а как эта мать будет потом смотреть в глаза десяткам, а то и сотням матерей, сыновей и дочерей, которые погибли по вине его сына. Любая нормальная мать, адекватная, всегда выберет и пойдет и скажет, что вот мой сын пришел, что-то с ним не так случилось, кто-то ему в голову что-то влил, помогите, спасите его. Подтверждение своего мнения эксперты получили здесь же. Я как мать России, я вам хочу сказать, я полностью поддерживаю инициативу Кадырова. И объясню почему. Рассказывать, что мы как мамы не несем ответственность за своих детей после того, как им исполнилось 18 лет. Но простите, мамочки, почему же вы своим детям не объяснили, что нельзя такие вещи делать, ходить и взрывать людей за деньги? Финал дебатов «Единство во мнении». Наказывать нужно и по всей строгости. После проверки законопроекта правоведами, юристами и другими компетентными экспертами на соответствие Конституции законодатели должны утвердить его в третьем чтении.
Елизавета Чепханова, Ибрагим Налаев. Новости.